Рахмон уже окончательно обнаглел и чувствует себя царем и владыкой. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на прихоти президента потратят миллионы. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Комплекс благословения матери в Кулябе могут закрыть на реконструкцию, сообщили источники. Архитектурный комплекс был открыт 23 октября на торжественной церемонии с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Источники сообщают, что статуя матери не понравилась главе государства. Власти Кулябы информацию о возможной реконструкции комплекса не комментируют. Женщина, изображенная в образе матери, не похожа на мать президента, поэтому власти решили переделать статую, сказал источник, который предпочел остаться неназванным. По его словам, ранее архитектурный комплекс с таким названием был открыт в Худжанде, недалеко от международного аэропорта. Тогда на церемонии открытия архитектурного комплекса президент не смог сдержать слезы, а статуя в Кулябе не вызвала у него никаких эмоций, добавил источник. Некоторые участники церемонии открытия подтвердили, что статуя явно не понравилась главе государства. Он даже вслух сказал, что женщина, изображенная в образе матери, не похожа на его мать. Другие источники отмечают, что изображенная в образе матери женщина больше напоминает умершую в прошлом году мать председателя города Куляб Бахтиера Назарзада. Попытки получить комментарии мэра не увенчались успехом. Как вы относитесь к такой ситуации? Зачем переделывать статую, если она не похожа на мать президента? Только мать президента в стране заслуживает уважения. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Архитектурный комплекс возведен на въезде в город Куляб на площади около 1 гектара. В центре комплекса находится статуя матери, которая воздевает руки к небу для молитвы. В культуре таджикского народа материнское благословение – оберег от всяких напастей, путь к процветанию, развитию, совершениям и достижениям, было сказано в сообщении пресс-службы президента. На заднем плане статуи находится художественное монументальное произведение в честь матери. Пресс-служба президента отмечает, что это произведение состоит из 6 частей, и каждая из них отражает денные и ночные усилия матери во имя воспитания своего ребенка. Президент Эмомали Рахмон, выступая на торжественной церемонии открытия комплекса, заявил, что женщина-мать есть начало существования человеческого рода, неисчерпаемый источник любви и нежности, символ неприходящей любви и верности. Кому принадлежит идея возведения многочисленных скульптур матери в Таджикистане, неизвестно. Эксперты предполагают, что за этой инициативой, возможно, стоят официальные власти, поскольку все изображенные в статуях женщины похожи на мать таджикского президента. У чиновников тем временем свое мнение. Раньо Рахимзада, председатель управления по делам женщин и семьи Хатлонской области, считает, что возведение этих памятников – дань уважения таджикским матерям. Но такое ощущение, что только матери президента. Некоторые эксперты считают, что между таджикскими чиновниками сейчас идет своего рода соревнование, кто больше польстит первому лицу в государстве. Каждый из них хочет привлечь внимание к себе любым способом, каким только может, своими инициативами. Все чиновники прекрасно знают, что все в стране зависит от воли президента. В авторитарных режимах нет и речи о верховенстве закона, и естественно, что каждый чиновник для сохранения своего положения старается завоевать расположение первого лица в государстве. Они понимают, что их судьба находится в его руках, поэтому они служат не народу, а лишь одному человеку, который считает себя лидером нации, говорит Зафари Суви, живущий в Европе таджикский журналист. В прошлом таджикские чиновники соревновались между собой в возведении в городах и райцентрах памятников Исмаилу Самани, строительстве парков государственного флага и герба, а теперь памятнику матери президента. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что все пытаются как можно больше услужиться перед Эмомали Рахмоном? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!